Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы вновь подводим итоги недели и, как всегда, в центре нашего внимания события, которые вызывают не только наибольший интерес, но и некоторые вопросы и даже недоумения. Вот, например, 16 декабря казахстанцы отметили День независимости. И, казалось бы, отличный повод для поздравлений. Президент Токаев получил множество теплых слов от мировых лидеров, включая даже самого украинского лидера Владимира Зеленского. Но вот что вызывает вопрос на фоне всех этих поздравлений. Телеграмма от российского лидера Владимира Путина, как говорится, не нашлась. Вот досада. Как такое возможно? Неужели Казахстан и Россия уже не в одной команде или лодке? Или, может быть, мы просто не в курсе каких-то глубинных политических игр? Может, на это повлияла даже сама встреча Назарбаева с Путиным? Задается вопросом Орда КЗ. Между тем, недавняя встреча Путина и Назарбаева в Новоогарево вызвала обеспокоенность в Казахстане, усилив опасения о возможном возвращении влияния Назарбаева на политику. Негативная реакция общественности и принятие закона о секретности информации о здоровье бывших президентов подчеркивает политическую нестабильность в стране. Премьер-министр Олжас Бектенов обосновал переход на единый часовой пояс результатами научных исследований и соответствием солнечному циклу. Он признал наличие временных неудобств, предлагая решать их путем адаптации инфраструктуры и графика работы. Для Казахстана, естественно, часовой пояс – это тот, в котором мы сейчас живем, UTC плюс 5. Раньше, вы знаете, мы были в другом, в UTC плюс 6. В свое время в приказном, в директивном порядке страна была переведена в пояс, который не является естественным для нас. А сейчас мы, наоборот, это время привели к нормальному состоянию, как оно должно быть в соответствии с солнечными циклами. Кому-то определенный дискомфорт доставляет, но это, я думаю, это первое время. Заявление премьер-министра о глубоких научных исследованиях звучит неубедительно, учитывая отсутствие открытой информации о них. Утверждение о полном соответствии новому часовому поясу естественным солнечным циклом для всей территории страны вызывает сомнения. Решение проблемы адаптации граждан к новому режиму путем изменения инфраструктуры откладывает реальное решение проблемы, сообщает телеграм-канал Майтанов. Если переход на единый часовой пояс действительно был результатом глубоких научных исследований, почему общественность не ознакомлена с их результатами и методикой? А пока организм постепенно привыкает, можно просто не спать. Ведь гибкий график – это же так удобно. Особенно для тех, кто работает на сменной работе и вынужден приспосабливаться к новому режиму. А между тем, суд Астаны отклонил иск жителя Восточно-Казахстанской области Серикжана Ахмеджанова, оспаривавшего переход на единый часовой пояс, несмотря на аргументы о преждевременных закатах и игнорировании мнения населения. А в это время гражданин Серикпол Нурланула инициировал сбор подписей за отзыв мандата того самого депутата Еркана Аделя, выступавшего за единый часовой пояс в Казахстане, мотивируя это утратой доверия избирателей. Работники шахты Казахмыса в Сатпаево Улутауской области, принадлежащие миллиардерам Владимиру Киму и Эдуарду Агаю, организовали протест, требуя повышения зарплаты на 30%, а затем и на все 100%. Всех бастующих грозился наказать за нарушение трудового законодательства Минтруда, призывая работников Казахмыса вернуться к рабочим местам, предупредив, что приостановка работы недопустима и влечет дисциплинарной мерой. Между тем, глава корпорации «Казахмыс» встретился с бригадирами всех рудников Жезказганской производственной площадки. В собрании также приняли участие акимы Жезказгана и Сатпаева. Трехдневная забастовка шахтеров Сатпаева, требовавших удвоения зарплаты, завершилась достижением соглашения между работниками и компанией «Казахмыс». Подробности соглашения не разглашаются, но известно, что «Казахмыс» предложил варианты повышения зарплаты на 8,5% или 15,6%, а также премиальные выплаты. В итоге была добавлена премия в размере 30% от оклада к 13-й зарплате.
Сенатор Руслан Рустемов выразил обеспокоенность по поводу влияния современных казахстанских фильмов на чистоту казахского языка, указывая на использование жаргона и смешение языков. Он призвал ужесточить языковые нормы киноиндустрии и ограничить государственный заказ на киносъемки фильмами только на государственном языке. Требование снимать все фильмы на государственном языке подавляет творческую свободу и может привести к снижению качества кинематографа. Заимствование слов и жаргонизмы – это нормальный процесс развития любого языка, отмечают некоторые кинокритики. Если использование жаргона и смешение языков в фильмах действительно угрожает чистоте казахского языка, то почему подобное явление не рассматривается как естественная эволюция языка, а воспринимается как угроза? Не проще ли бороться с неграмотностью и низким уровнем владения казахским языком другими методами, вместо того, чтобы цензурировать киноиндустрию? Еще один эффективный способ развития казахского языка – запретить все, что не соответствует представлениям о правильности языка у отдельных представителей парламента. Этот подход непременно принесет плоды, и казахский язык расцветет пышным цветом благодаря всеобщей цензуре и запретам на творческую свободу. В Костанайской области 19-летнего юношу с кистой головного мозга призвали в армию, несмотря на имеющееся медицинское заключение о его негодности к службе. Мать юноши безуспешно пытается добиться его возвращения домой. Вопиющая халатность и непрофессионализм медицинской комиссии, проигнорировавшей явные медицинские противопоказания к службе. Отправка в армию юноши с серьезным заболеванием – это не просто нарушение закона, а преступная халатность, угрожающая жизни и здоровью призывника. Молчание военных властей и прокуратуры усугубляет ситуацию. Как можно доверять медицинской комиссии, которая игнорирует очевидные медицинские показания и отправляет больного юношу на службу, потенциально подвергая его опасности? В Аягузе из-за возгорания трансформатора и последующего залития оборудования водой около 10 тысяч абонентов остались без света и тепла. Акимат обещал восстановить электроснабжение к вечеру, что в принципе и произошло. Неготовность инфраструктуры к подобным ситуациям, приведшая к столь масштабному отключению электроэнергии и тепла для почти 10 тысяч человек, вызывает серьезные вопросы качеству обслуживания и профилактическим мерам. Если акимат смог восстановить электроснабжение за такой короткий срок после масштабного залития оборудования, почему подобные проблемы возникают вообще? Неужели профилактические работы и модернизация инфраструктуры не проводятся? Между тем, почти 60 миллиардов тенге в Казахстане в 2024 году потрачены на теплоэнергетику, но кажется, что необходимое внимание к безопасности и обслуживанию энергетических объектов все же остается на втором плане, проиллюстрированное пожаром на подстанции в Аягузе. В Алматы начался судебный процесс, где наследники Болата Назарбаева сталкиваются с юридическими вопросами по наследству его бизнес-империи. Раскрытие сложной семейной ситуации на публичном уровне вызывает как минимум сомнения в эффективности управления наследством. Младший брат экс-президента Казахстана одновременно состоял в зарегистрированном браке с Гульжан, Майрой и Гульнур Назарбаевыми. Помимо официальных жен, у самого известного сантехника Казахстана были гражданские. В общей сложности он стал отцом 20 раз, сообщает Central Media News. В Кыргызстане депутат Дастан Бекешев предложил легализовать легкие наркотики, уверяя, что это поможет в борьбе с более опасными синтетическими веществами. Он считает, что люди все равно будут употреблять наркотики и предлагает различать меньшее и большее зло. Тем временем в Казахстане замминистра внутренних дел Санжар Адилов отмахнулся от идеи легализации, сославшись на изучение зарубежного опыта и упомянув о планах ужесточения наказаний для наркопреступников. Так что легкие наркотики остаются под запретом, а их легализация – лишь мечта некоторых депутатов.
А между тем, Сенат Казахстана одобрил законопроект о смягчении наказаний для наркокурьеров и закладчиков с 10 лет до 5-8 лет, мотивируя это их молодостью, легкомыслием и использованием интернета. Наказания для организаторов, наоборот, ужесточатся. Таким образом, более 1000 человек могут претендовать на условно-досрочное освобождение. В Казахстане в степи растут бананы. Наконец-то страна перестанет зависеть от эквадорских монополий и будет обеспечена этим экзотическим фруктом по доступной цене. На юге Казахстана уже собрали второй урожай бананов в 2024 году. Всего планируется собрать 450 тонн. Ферма производит бананы дешевле импортных, но пока покрывает лишь 5% спроса Алматы и Шымкента. Если для удовлетворения 5% спроса на бананы в 2 городах потребовались инвестиции в 2 миллиарда тенге и сложная инфраструктура, то сколько нужно будет вложить, чтобы обеспечить бананами всю страну? И оправданы ли такие колоссальные затраты? Может, еще пару миллиардов тенге закинуть? Конечно, 5% от общего потребления – это всего лишь начало. Но мы уверены, что вскоре Казахстан станет мировым лидером по экспорту бананов. А теперь отечественные новости вкратце. Алия Назарбаева, младшая дочь экс-президента, снова в поисках счастья. Она официально развелась с бывшим гендиректором Казтрансойл Димашем Досановым. Слухи о расставании витали еще с прошлого года, когда говорили, что Досанов вернулся к своей первой любви. Кстати, Алия была замужем трижды, видимо, искала не только любовь, но и подходящий статус. В Казахстане планируется создание фондов венчурных инвестиций для привлечения частных инвестиций и поддержки мировых венчурных проектов. Какой-то набор слов и каламбур. Конечно, создадим еще один фонд, потому что всем фондам фонд, а еще лучше фонд фондов. Депутаты Мажилиса предлагают запретить алкоголь в Туркестане, считая его духовной столицей Казахстана. Они намерены внести этот законопроект в закон об особом статусе города Туркестан. Министр экономики Нурлан Байбазаров заявил, что запрет продажи алкоголя в городе не будет тотальным и может касаться только определенных мест для учета интересов туристов. Контактные зоопарки в Казахстане с 1 января уходят в прошлое, их запретили. Также под запрет попали передвижные зоопарки и океанариумы. Минэкологии напомнила об этом, ссылаясь на новую поправку в закон об ответственном обращении с животными. Задолженность казахстанцев по кредитам достигла внушительных 23 триллионов тенге. Интересно, что почти 50% этой суммы потребительские кредиты без залога. Забавно, что мужчины составляют 52% заемщиков с просроченными долгами и предпочитают брать крупные кредиты, в то время как женщины, похоже, более осторожны и ограничиваются небольшими займами до 2 миллионов тенге. Нацбанк прогнозирует инфляцию 8-9% в 2024 уходящем году, но риски ускорения высоки из-за роста тарифов и внешних факторов, которые сохранятся и в 2025 и в 2026 годах, замедляя снижение инфляции медленнее, чем ожидалось. Поклонение макаронному богу. Что это? Новая религия в Казахстане? Мало кто знает о существовании церкви летающего макаронного монстра и ее последователей пастафариан. Эти пастафариане отчаянно пытаются добиться официальной регистрации своей религии, но пока безуспешно. Кто они на самом деле? Сектанты или просто циничные шутники, решившие подшутить над серьезностью религиозных институтов? В чем же суть их вероучения и почему им не дают проводить свои обряды официально? Может быть, страх перед макаронным богом слишком велик для традиционных религий? Или же это просто очередной пример неуместного юмора в серьезном мире? Задается вопросом телеграм-канал Central Media News.
Вот и снова полиция перекрывает улицы под пятничный намаз, на этот раз в городе Атрау. Жителям явно не до молитв, когда пробки не щадят никого. Кто-то, очевидно, решил, что священные обряды важнее повседневной жизни, игнорируя необходимость своевременного уведомления о перекрытиях. А как вам эмоциональные автомобилисты, добравшиеся до работы только через обходные пути? В Атрау тоже такое происходит. Вы представляете, из-за жма не можем дойти домой. Мы проехать не сможем. А я вообще там живу, меня не пропускают. На каком основании я домой зайти? Жоқ, на каком основании жоқ, ордер көрсетің, жол жауып тұрған. Керек жоқ, не үшін жоқ, на каком основании жауып жатсыңдар? Протокол дым жоқ, сойтан просто ойына келеді, жауа береді. Өтемейін бәрібір. Женщины, которые пытались пройти по личным делам, оказались в ловушке. Полиции на все было наплевать. Примечательно, что после подобного эпизода в Алматы уволили 4 полицейских. Неужели кто-то все-таки осознал, что создавать хаос в будний день не совсем уместно? Духовное управление мусульман Казахстана, в свою очередь, снова напомнило о запрете мешать движению на дорогах. Даже пророк ясно дал понять, где молиться не следует. Но, похоже, некоторые этого не читали. Провокация – вот что, наверное, связывает эти события. Казалось бы, повседневная история. Украли кабель и что с того? Но подождите, эта протоптанная тропа ведет всего в нескольких сотнях метров к резиденции президента Акорде. Какое же нахальство, если не сказать больше, со стороны воришек, которые осмелились на подобный дерзкий шаг в самом центре Астаны. Кто же это был? Шевелил ли кто-то мозгами, пока полиция изобличала преступников? 4 утвержденных кабельных магната стали подозреваемыми и уже успели избавиться от 7 мешков медного провода. Словно это было что-то вроде распродажи. Они проникали в подземные колодцы через канализационные люки, затемненные часы, классика жанра. Вот только электричества в 11 ЖК и 2 административных зданиях не оказалось, и 10 бригад с трудом восстанавливали снабжение, подключая дизель-генераторы. Департамент полиции города Астаны сообщает, по факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из 4 человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищение в ночное время. В ходе обыска по месту сбыта обнаружено 7 мешков очищенной медной кабельной продукции и 3 радиостанции. У скупщика также изъяты электронные и механические весы. Кроме того, доказана причастность группировки к 5 фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанции. В настоящее время все участники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие. Кажется, это именно та приключенческая электроника, о которой никто не мечтал. Технологическая гадость, и все это ради нескольких медных жизней. Ох уж эти современные пираты. В ТикТоке разразилась настоящая информационная буря, объявленная провокационной, когда дело касается событий в Талгаре. Однако вместо свежих митингов нам демонстрируют архивные видеозаписи с января, и фейковые аккаунты с номерами из Кыргызстана активно накручивают просмотры и лайки. В службе безопасности уже взялись за поиски организаторов этого шоу и готовятся к ответным мерам. Очевидно, Казахстану срочно требуется отдельная структура кибербезопасности, чтобы следить за подобными манипуляциями, как это делают США, в России и Украине. Тем временем задержание отца Ширзата Полата как будто стало единственным адекватным решением, потому что, очевидно, его безопасность заинтересовала всех больше, чем интересные танцы в соцсетях. Следствие вскоре завершится, и все виновные, как водится, понесут заслуженное
наказание. Кстати, в Талгаре наконец выбрали нового акима молодого Арстанбека Абельхаирула, который, как сообщается ранее, работал директором Талгар Тұрғын үй. Интересно, сможет ли он навести порядок в злополучном городе, или же ждут те же его самые эпопеи с фейками и социальными провокациями. Казахстан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве для спасения озера Балхаш. Согласно подписанному трехстороннему соглашению, Казахстан получит от французских партнеров грант в размере 1 миллиона 350 тысяч евро для управления водными ресурсами озера. Французская сторона проведет масштабное исследование, чтобы выработать долгосрочный план до 2040 года. Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов даже обрисовал амбициозные цели проекта от очистки рек до развития экологического туризма. Но вот вопрос, до каких пор Казахстан будет вынужден обращаться за помощью к международным кредиторам за каждый шаг? Разве серьезно просить 1,3 миллиона евро или 700 миллионов тенге у Франции для исследования Балхаша? Неужели казна настолько опустошена, что управление водными ресурсами одного из крупнейших водоемов страны зависит от зарубежных займов? Похоже, что вместо того, чтобы продемонстрировать самостоятельность и ответственность за свои ресурсы, Казахстан продолжает плыть по течению, умело маскируя свою зависимость под красивыми соглашениями. В Министерстве сельского хозяйства, похоже, произошло что-то странное. 142 миллиарда тенге оказались выброшены на ветер, по мнению Высшей аудиторской палаты. Неужели эти деньги просто осели в чьих-то карманах? Для сравнения, это эквивалентно строительству 40 комфортных школ на 2500 мест каждая. За последние 5 лет на субсидирование агросектора было выделено без малого 2 триллиона тенге. И что мы имеем в итоге на выходе? Доля сельского хозяйства в ВВП остается на низком уровне, а импорт продовольствия только растет. Сработали ли какие-то программы? Например, планировали развить сахарную отрасль. Но казахстанцы все равно предпочитают российский сахар. Наш просто дороже. И снова о Минсельхозе замолвим слово, которое не перестает нас удивлять и шокировать. Депутат Мажилиса Бахаджан Базарбек сообщил о субсидировании коровы, которой уже 108 лет. Это не шутка, а реальность, где коррупция и некомпетентность переплелись так плотно, что уже никого не удивляет. Базарбек также отметил, что статистика по сельскохозяйственным животным была завышена на 5,2 миллиона голов, в то время как в Алматинской области выделяли больше средств, в Туркестанской области скота в 2 раза больше. Акиматы действительно настолько некомпетентны или просто игнорируют очевидное? Но это еще не все. Субсидии получали бездействующие фирмы, банкроты и даже умершие. Может, у нас действительно существует сельскохозяйственная мафия, прячущая мертвые души под маской субсидий? Согласно Базарбеку, 148 заявок на 254 миллиона тенге были оформлены на ликвидированные субъекты. Это не ошибка системы, а настоящая комедия абсурда, где единственным героем оказывается корова, пережившая несколько исторических эпох. Неужели правоохранительные органы не замечают, что под этим слоем удобрений зреет коррупционная бомба? В Казахстане госаудит обнажил финансовые нарушения в Назарбаев университете. Высшая аудиторская палата указала на отсутствие обязательства университета предоставлять финансовую отчетность, что создает идеальные условия для бесконтрольной и непрозрачной деятельности. Алихан Смаилов также отметил, что университет по-прежнему сильно зависит от госбюджета, поскольку собственные доходы от исследований и коммерческих услуг оставляют желать лучшего. За последние 2 года 97% всех поступлений в ВУЗ составляет бюджетные средства.
Как же так? Университет беспрецедентной автономией и налоговыми льготами не может заработать на себя. В ответ на обвинение вуз заявил, что в 2024 году лишь 50% его финансирования было из госбюджета, остальные средства поступали от спонсоров и за счет образовательных услуг. Однако, как утверждают в университете, нарушение касается лишь процедурных моментов. Неужели процедурные моменты – это единственное, что мешает им стать настоящей финансовой моделью? Госаудиторы, похоже, решили всерьез провести тотальную ревизию. И на этот раз в Фонде национального благосостояния Самрук-Казына и его долговых обязательствах перед Байтерек. Как сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, результаты будут известны только к концу марта 2025 года, сообщает Костак. Тем временем Самрук-Казына продолжает зарабатывать триллионы тенге на своих дочерних компаниях. Но вот с дивидендами государству все как-то не заладилось. В 2023 году выручка фонда выросла на 4%, но дополнительные дивиденды государству он выплачивать не стал. И это при том, что чистая прибыль составила почти 1,7 триллион тенге. В итоге бюджет недополучил значительную сумму. Оставшиеся средства пойдут на инвестиции и погашение долгов. Министерство нацэкономики уверяет, что дивидендная политика строго регулируется, но возникает вопрос, если фонды зарабатывают так много, почему государство получает лишь крохи? Ожидаемые 556 миллиардов тенге в 2024 году выглядит как капля в море по сравнению с реальными доходами. В итоге казахстанцы могут задаться вопросом, действительно ли Самрук-Казына работает на благо народа, или это просто еще одна игра с цифрами, задается вопросом InBusiness.kz. Неужели Казахстан действительно стал штрафстаном? Мы думали, что это слишком громкое заявление, но цифры говорят сами за себя. За неполный год в стране собрано 204 миллиарда тенге штрафов, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Но это не привело к улучшению ситуации на дорогах. Число погибших в ДТП осталось прежним, а раненых увеличилось. И неясно, как эти средства используются для улучшения жизни граждан. Возникает вопрос об эффективности системы штрафования. Казахстан готовится к пополнению бюджета в 2025 году. Новый закон выделяет внушительные суммы на содержание высших должностных лиц. 19,3 миллиарда тенге для президента Казахстана и 4,4 миллиарда для премьер-министра страны. В 2025 году бюджет составит 25,8 триллионов тенге. И основная часть расходов, это 9,8 триллион тенге, пойдет на социалку. Но когда речь заходит о минимальной заработной плате, то она остается на уровне 85 тысяч тенге. А месячный расчетный показатель лишь слегка подрос на 240 тенге. И как же это гармонично сочетается с величиной прожиточного минимума в 46 тысяч тенге. В Казахстане обслуживание государственного долга в 2024 году достигло в 5,4 триллиона тенге. Рост на 45% к прошлому году, поглощает треть республиканского бюджета. Неэффективные расходы и растущие трансферты на фоне стагнации реальных доходов населения указывает на приближение финансового кризиса. Казахстан занял 104-е место из 187 в рейтинге стран с высоким уровнем безработицы. На 2024 год уступив только Таджикистану и Азербайджану. С января по сентябрь 2024 года объем услуг по трудоустройству снизился на 4,6%, в то время как спрос на временные контракты возрос в 3,5 раза. Официальный уровень безработицы в стране составляет 4,6%, но реальное положение дел может быть хуже, учитывая скрытую безработицу. В сравнении с соседями Казахстан показывает отрицательные результаты, и с текущими тенденциями ожидается дальнейший рост безработицы. Между тем, исследование HeadHunter показало, что 48% трудоустроенных казахстанцев выражают желание сменить место работы, в первую очередь из-за низкой заработной платы и ограниченной перспективой карьерного роста.
Известный певец Айкын Төлепберген раскритиковал казахстанское авторское общество. Музыкант недоволен тем, что казахстанское авторское общество зарабатывает баснословные суммы на творчестве артистов, оставляя их без копейки. С недавним запретом на использование казахстанских песен в Инстаграм, вызванным прекращением сотрудничества между Мета и Казак, ситуация только усугубилась, сообщает Орда КЗ. Айдын Төлепберген сравнил ситуацию с западными странами, где исполнители получают стабильное вознаграждение. Иронично заметив, теперь они хотят загубить Инстаграм, чтобы зарабатывать еще больше и оставить нас ни с чем. У них на счетах миллиарды тенге. Мой друг, владелец караоке, ежемесячно платит 500 тысяч тенге, но в итоге договаривается отдать лишь 200 тысяч тенге. Конечно, я не буду говорить за всех, но подводных камней хватает. Гендиректор Казак Айнура Исендыкова уверяет, что ведутся переговоры с Мета о пересмотре условий договора, хотя корпорация проявила пренебрежение казахстанскому рынку. Она надеется на более справедливое отношение к правообладателям в будущем. А теперь коротко о международных событиях. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о запрете порносайтов, заявил о необходимости создания более привлекательной альтернативы. Да, порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. И сначала порносайты, а потом как котлету заказать, понимаете? Во всем мире. Это же не только наша беда. Это беда и многих других стран. Ответ может быть какой? И вообще любые запреты, они имеют право на существование. Но нужно всегда предложить альтернативу, более интересную, чем порносайты. Вот так, чтобы человек залез бы туда и открыл порносайт, сказал: ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется вот посмотреть что-то другое, чтобы захватывало человека, понимаете? Если создание более интересной альтернативы порнографии – это решение проблемы, то почему бы не предложить такую же альтернативу для алкоголя, наркотиков или других вредных привычек? Казахстанский политолог Адиль Сейфуллин предложил Министерству культуры и информации взять концепцию Путина на вооружение. А между тем, Духовное управление мусульман России разрешило своим последователям заключать до 4 религиозных браков при определенных условиях. Однако это решение противоречит Российскому семейному кодексу, который разрешает только моногамию. Некоторые считают, что разрешение многоженства – это шаг назад в развитии общества и ущемление прав женщин. Путин заявил о захвате 189 украинских населенных пунктов и наращивании российской армии до 1,5 миллиона человек. Между тем, Зеленский заявил об отказе от транзита российского газа через Украину после окончания действия текущего контракта. Путин подтвердил, что Россия не будет продлевать контракт на транзит газа через Украину. Между тем, Зеленский предлагает Сирии помощь в предотвращении продовольственного кризиса, в то время как бегство Башара Асада, организованное предположительно Россией, подчеркивает иронию ситуации. Папа Римский Франциск на Корсике вновь призвал к миру в Украине, назвав украинцев и россиян двоюродными братьями, что вызвало критику в Киеве из-за использования этой риторики российскими политиками для оправдания агрессии. Журнал «Таймс» снова назвал Дональда Трампа человеком года, утверждая, что он самый могущественный человек на Земле. В то время как мрачные прогнозы на будущее Украины и отсутствие приглашения для Владимира Зеленского на инаугурацию вызывает вопросы о реальной способности Трампа к решению международных конфликтов. Между тем, в СМИ обсуждают также якобы смену имиджа Трампа. Журналисты гадают, он подстригся или просто уложил прическу. В Узбекистане борьба за преемственность власти, сопровождающаяся слухами о покушении на высокопоставленного чиновника и бегстве зятя президента, обострилась на фоне информационной закрытости. Между тем, на пост нового президента Грузии взошел
53-летний футболист Михаил Кавелашвили. Интересно, как скоро мы увидим, как 72-летняя Саломе Зурабашвили, французская дипломатка, будет покидать президентский дворец, ведь она уже заявила, что не собирается уходить 29 декабря. Тем временем в Южной Корее парламент решил провести импичмент 63-летнему президенту Юн Сок Йолю, который, похоже, вдохновился идеей военного переворота, чтобы избежать ответственности за коррупцию. Теперь обязанности президента временно выполняет премьер-министр страны. В Германии Бундестаг решил, что пора сказать «нет» Олафу Шольцу, тому самому канцлеру, который в сентябре с энтузиазмом посетил Астану. Чем все это закончится, станет ясно лишь через 3 недели. Ведь канцлер Олаф Шольц в ответ предложил президенту ФРГ Штайнмайеру распустить Бундестаг. И теперь у главы государства есть 3 недели на размышления. Друзья, на этом мы завершаем наш еженедельный обзор самых невероятных, самых неожиданных, самых не может быть новостей уходящей недели. Этот год, как и все предыдущие, преподнес нам столько сюрпризов, что даже мы на канале «Не может быть» иногда приходим в недоумение. Но Новый год – время чудес, и что может быть удивительнее, чем то, что уже случилось. Впереди 25-й год, год зеленой деревянной змеи, символ мудрости, гибкости и, конечно же, неожиданных поворотов судьбы. Пусть он принесет вам только хорошие новости, пусть ваши желания исполняются, даже самые невероятные. А мы, в свою очередь, обещаем вам продолжать искать для вас самые удивительные истории со всего мира. С наступающим Новым годом! До встречи на следующей, последней рабочей неделе, полном новых не может быть. Пока-пока!